Delta Delhi Meridian. Flight 505 from Якутск to Seoul Incheon Airport. Внимание, друзья, вот мы сели в самолет. Как видите, я здесь один. Вообще сзади соседей, сбоку них только один человек. И то с той стороны. Классно. Полетим минут через 15. While you're alone. Ну что, друзья, я лег спать, и это очень большой плюс того, что летишь в пустом ряде сзади, можно спать, все. Just a lesson that I've learned, and so it goes. Tables turn in your own. When I think about the way, when I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Дамы и господа, добро пожаловать в Южную Корею. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Инчон, города Сеул. Ну что, друзья, мы прилетели в Сеул, пойдемте. Вот так происходит процесс выгрузки груза нашего самолета, наших пассажиров. Сейчас еще декларацию будем заполнять. Пойдем. Сегодня будет очень интересный день. Первый день буду максимально все снимать. Как доберусь до Сеула, все с момента аэропорта все засниму. Думаю, людям будет интересно, что и как. И планирую еще в Сеуле сегодня снять именно достопримечательности, храмы и так далее. Очень интересные такие места, топовые места, локации. Постараюсь за сутки, у меня сейчас 10 часов утра, максимально все отработать, все это снять, чтобы вам было все очень интересно. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. Друзья, будьте готовы заполнить бумажки 3 раза, сначала по здоровью, затем по прибытию, и третье это декларация. Такие моменты. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting
for sure. I'm gonna be myself. В общем, друзья, я обменял, получается, $100 на воны. Это пока на первое время. Остальные деньги я буду снимать, переводить уже в самом Сеуле. Там, наверное, курс уже получше, чем в аэропорту. Также хочу заметить, симку здесь продают, еще Wi-Fi роутер. Но Wi-Fi роутер дороже обходится, поэтому я вам советую симку покупать. Стоит в рублях 1500 рублей максимум. Поэтому очень круто. И именно 1500 на 5 дней. Я, в принципе, на 5 дней приехал, соответственно, на него и купил. Он выглядит таким образом, сим-карту выдают, старую сюда. И в чем плюс еще? Здесь и T-Money дают вот красную штучку, видите? Вот. Можно расплачиваться в поездках и так далее. Ладно, все, идем. Пока снимаю, друзья, без стадикама, как есть, поэтому видео, скорее всего, будет дрожать, но ничего страшного. А просто с стадиком неудобно и рюкзаком. Как блоги будут смотреть на него. Лучше с руки буду снимать, так меньше как бы вызываешь к себе внимание. Ладно. Купил билет на автобус N6001 до Seoul Station. Там по пути, по-моему, 2 остановок сказали. Время поездки где-то час, наверное. Можно было бы на экспрессе, он дешевле стоит, 11 000 вон. Но я что-то не захотел ожидания делать, потому что там каждые 40 минут что ли ездит, а сейчас автобус мой приедет, быстро приеду. Ну, я, в общем, не парюсь по деньгам, поэтому мне главное время. У меня очень мало времени в Корее, надо максимально снимать. Сегодня уже 12 часов дня, сегодня до ночи буду все снимать, у меня съемок будет очень-очень много. Ладно, сейчас будем выход искать, пойдем к автобусу до гостиницы. До гостиницы доеду и вещи скину, и все будет замечательно. Вот мы вышли из аэропорта к автобусам. Здесь воздух вообще другой. Обожаю этот воздух. Прям, если бы не коснуло не тянуло бы, я бы сейчас, наверное, кричал. Ладно, все будет. Автобус, называется 6001. Буду ехать до Seoul Station, оттуда пересяду на другой автобус и прям до гостиницы доеду. Да, атмосфера здесь вообще классная, воздух такой. Я вот был в нескольких странах, не знаю, этот воздух какой-то здесь особенный, он по-другому пахнет, даже не описать. Хочу рассказать вам одну штуку в Корее, в Сеуле, да? Когда карточку покупаете к метро, учитывайте, что здесь цена билета не разовая, то есть как обычно, да, там 50 рублей, хоть туда-сюда перескакивая, ездить сколько угодно станций, нет. А здесь у них в этом плане очень индивидуально, то есть за каждую станцию надо платить дополнительно.
Вот. И еще одна фишка. Если вы покупаете билет, можно его вернуть. Вот, видите, люди там разбирают аппарат, туда возвращаете карточку, вставляете, и вам возвращают часть оплаченных денег. Представляете, фишка такая классная. Очень удобно, интересно. Так выглядит корейское метро. Видите, как стоят защитные стекла. Не как стандартно там в Москве, да, открытая платформа. Так скажем, защита от дурака, никто не выпрыгнет просто так. The doors are on your left. 前方到站是对马。 После того, как использовали билет, возвращаем и дают за это обратно денежку. И также при выходе нужно прикладывать ту карту, по которой вы проходили. Что ж, друзья, давайте пойдем в свою гостиницу, быстро разгрузим вещи и пойдем. Уже 2 часа, что-то я затянул сегодня со всеми этими делами. С аэропорта долго возился. Но ничего, сейчас по-быстрому топнем. Я предлагаю, друзья, знаете, как сегодня пойти не по достопримечательностям города Сеул, там храмы и так далее не будем посещать. Это давайте все перенесем завтра. Сегодня мы с вами просто погуляем по городу. Пройдемся по центральным улицам и так далее. На башню залезем и так далее. А исторические места завтра все посетим. Я даже не знаю, где я нахожусь. По пути в гостиницу Арко арт-центр. Это что-то центр искусства, я так понимаю. Соответственно, и молодежи много. Смотрите, как выглядят дети корейские. Ладно, задерживаться не будем, давайте пойдем дальше. В общем, пока по пути в гостиницу иду, чтобы время не тратить просто, слушая музыку, да, и так далее, любоваться. Я так любуюсь, в принципе. Я хочу вам показать простую улицу, простой тротуар, простых людей. Скажем так, я же снимал в городе Якутске видеопрогулки. Вот такая же тема и здесь будет. Вы почувствуете на себе все, что здесь происходит.
Конечно, это не достопримечательность и так далее, но простую жизнь гораздо интереснее смотреть, ощущать. Правда ли? Какой же воздух здесь классный, ребята, вообще. Это надо чувствовать. «119», пожарная часть. Официальный магазин Hyundai. Вот так он выглядит в Корее. Вот я и пришел в отель. В этом отеле я буду... Ой, отель говорю. В этом хостеле буду жить 2 дня, пока буду в Сеуле. Затем я еще 2 дня буду в Пусане. Но там я же с хостелом или отелем не определился. Потом через Booking посмотрю. Ну что ж, пойдем посмотрим. Фирма Hyundai, у них полицейская машина. Пожарная машина, я даже не знаю, что за марки. Возможно, тоже Hyundai. Да, тоже Hyundai, не все Hyundai. Тоже как у нас. В общем, на Дальнем Востоке одни японки, Toyota. А здесь у них получается своя корейская. Так, нажимаем English, Destination Selection, затем выбираем название станции Jeonsil, потому что Seoul Sky находится возле этой станции. Выбираем один взрослый билет и все. Вставляем бабло 2000 вон. И все. Получаем карточку, ну и сдачу. Видите, все четко. Что, друзья, мы приехали в Seoul Sky. Сейчас я вместе с вами поднимусь на самый верх и оттуда снимем потрясающий вид на весь город Сеул. И, соответственно, еще там, я, насколько читал, под ногами будет стекло прозрачное, и эффект такой будет, как будто можно провалиться. А я же высоты боюсь, посмотрим, насколько мне это эффект даст страха. Ну все, погнали. Ну что ж, мы в Seoul Sky. Сейчас билеты возьмем и поднимемся наверх. В общем, друзья, ситуация такая. Я билет купил за 27 тысяч вон, это 1500 рублей по-нашему. Чем отличаются билеты, да, от там 30 с чем-то тысяч вон был, да? 27 тысяч и 37 тысяч. 27 тысяч это 1500 рублей до 122 этажа, а 123 это самый последний этаж.
Туда вот самый дорогой билет. И, соответственно, сегодня все билеты, к сожалению, распроданы, но сказали, есть лайфхак. Не надо платить там 30 тысяч вон, можно просто выпивку там купить. Я посмотрю, что там можно купить. Ну, если кола есть, то хоть колу куплю. А если алкогольное, то, ну, возьму что-нибудь, да и не выпью, просто выброшу. Зато попаду наверх. Что ж, погнали, посмотрим. Hello. Thank you. Так. Вау. Друзья, все это для вас абсолютно бесплатно, за мой счет. Будете все смотреть и кайфовать. Здорово. Нас ждет чудо. Будут все вещи смотреть. 다소 불편하실 수 있으니 Короче, сказали, что нельзя снимать. Но я украдкой как-нибудь поснимаю. Я украдкой поснимаю, ребят. Если штрафанут, так штрафанут. Но если не штрафанут, то хотя бы... Короче, все ради вас, ребят. Это здорово. Я, конечно, не вырубил видео. And onto Hangamun Street in the Han River during the early modern times. Not only that, you can watch how Lotte World Tower was built as well. Короче, ребята, со стедикама я не смогу снимать, потому что запретили видеосъемку. Они стедик видят как профессиональное фотооборудование, поэтому с телефона снимаю как есть. Смотрите, какая здесь красота. Просто кайф. Весь город на ладони. Уже успело потемнеть. Так быстро. Просто здорово. Это мы находимся на 117 этаже, представляете? У меня, кстати, уши забило же, когда мы поднимались, лифт очень высокоскоростной оказался, он реально заглушил уши. Вы просто посмотрите, какой кайф, какой вид здесь. Потрясающе. Давайте я здесь фотосессию сделаю себе, пофотаюсь. Очки можно снять, но без очков прикольно. Смотрите, как красиво. Четко. Другие мысли. Все красиво, хоть какие. 일본만 이제 어느 세팅이든 바로 촬영하겠습니다. 세팅만 바꿔서. 자, 찍겠습니다. 우리 카메라 보시고 찍을게요. 하나, 둘, 셋.
В общем, друзья, я что-то не впечатлился этим местом. Здесь не так страшно, как пугали в статьях, в интернете, обзорах и так далее. Просто постоял, посмотрел, я не знаю, или у меня страх высоты потерялся, или, не знаю, впечатлений здесь нету. Некоторые люди просто вау говорят и так далее. Я тут стоял, прыгал даже на стекле, и люди там боялись. О, говорят, не надо прыгать, сейчас же провалим такое, но не знаю, не стоит оно этих денег, я так считаю. Так что пойдем дальше смотреть интересные места. Поднялся на 120 этаж. Смотрите, здесь смотровая площадка, даже с биноклями, телескопами, моноскопами, или как их там называют правильно. Попробую сейчас еще выше подняться. Посмотрим, разрешат или нет. В общем, 123 этаж, лаунж-бар. Это ресторан, оказывается. Ну все, погнали. Все, посмотрели. Особо ничего интересного. Ну, для меня. Только уши залаживают за большой скоростью. Видите, смотрите, 81, 87, 38. А, уши заложило уже. Видите, как скорость? Уши заложило вообще конкретно. Diamond History and Cultural Park. Это метро. И как из метро выходите, видите вот это чудесное здание. Сейчас мы вместе с вами поднимемся наверх и посмотрим, как там. Очень красиво, правда? Я, к сожалению, сегодня не успел все отснять. Очень много времени ушло на первоначальную дорогу, соответственно, изучал метро, как работает здесь все по-особому. Язык заплетается, в общем, друзья. Устал, 2 ночи не спал. Все, пошлите. Классно. Ну что ж, друзья, давайте пойдем, прогулочку сделаем небольшую. Нет, все-таки. Я пофотаюсь сам тоже. Че я буду идти-то дальше? When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong.
что ж, друзья, вот и посмотрели это здание. Внутрь, наверное, не будем заходить, там, говорят, скучно. Магазины, кафешки, там, ничего интересного. Вся красота именно вот с внешней стороны. И плюс в том, что мы сегодня пришли с вами именно вечером. В дневное время, говорят, вообще по-другому смотрится здесь это здание. Вот, вечернее, ночное время очень красиво. Все светится. Так, давайте, ребята, следующее место, куда мы пойдем, это длинный мост, поющие фонтаны, говорят, светятся. Будет интересно, надеюсь. Обожаю Сеул. Мне очень нравится этот город. Люди нравятся. Корейцы очень отзывчивые. Помогают. Сегодня прошел очень классный день. Было много всего интересного. Несмотря на то, что я сонный, я вообще не спал. Дорогие друзья, давайте пройдем вперед, все-таки заглянем, посмотрим, что там за кафешки и так далее. Если не понравится, сразу выйдем, дальше пойдем. Хорошо? Пошли. Это что за статуя такая с попочкой? В общем, входим в космический аппарат. НЛО. Инопланетяне нас захватили. Без очков вообще ничего не вижу. Так, здесь какой-то музей. М3 называется. А здесь дизайнерская лаборатория. Давайте зайдем, посмотрим, что это такое. Ну, как и говорил, здесь магазины. Здесь пусто, ничего нету. Могли бы это место мне дать, да? Я бы тут какую-нибудь студию замутил. Что-нибудь придумал бы. Смотрите, столько площади пустует, я не знаю. Почему столько площади пустует, ребята? Просто посмотрите на это. Да. Ребят, я сейчас вам покажу мастер-класс, как я умею играть. Шутка. Учитесь.
давайте прогуляемся по вечернему Сеулу. Почувствуйте атмосферу, словно вы сами идете по улице, гуляете и наслаждаетесь. Приятный вечер. Я комментировать ничего не буду, просто в тишине. Целый день кайфую, гуляю по Сеулу. Видео особо уже не снимаю. Сам кайфую. Что-то я... Вот. И это... Ну, впечатление классное вообще. Здорово здесь. Супер. Все, ко сну тянется. Я уже вторые сутки не сплю. Глаза слепаются, но нет. Впереди у меня еще место. Дальше иду тусоваться. Я задержался. В этом районе тусоваться везде. Знаете, друзья, вот гуляя по ночному Сеулу, и в голову приходят такие глубокие мысли, о которых даже и не думал, находясь в повседневной жизни в Якутске. И по возвращении домой буду пересмысливать свою жизнь, потому что я, походу, что-то делаю не так в этой жизни. Надо думать.